Эфир нашего телеканала продолжает выпуск вечерних новостей. В студии Василий Радченко и коротко о том, чем запомнится уходящий день. Стихия разбушевалась в Якутии. В Верхоянском районе природный пожар действует недалеко от населенного пункта, а прибытие воды в реке Малая Батуоби осложнило движение на трассе Вилюй. Как ответственные службы отрабатывают вопрос. Определить место Якутии в глобальной архитектуре. В столице состоялось первое собрание Ленского клуба. Страна отмечает День России. Торжественные мероприятия проходят почти во всех уголках нашей Родины. А о программе как в Якутии, так и в столице страны буквально через пару минут в материалах наших корреспондентов и прямиком с места событий. Недалеко от села Хаи-Сардах Верхоянского района действует природный пожар. Как сообщает участковое лесничество, пожар низовой, слабый. Село граничит с лесными массивами, но имеются естественные преграды в виде реки Яна, а также оборудована минерализованная полоса протяженностью в 5 километров. Отмечается, что защитные мероприятия проведены в полном объеме. По итогам заседания по безопасности под руководством главы Якутии принято решение о вылете аэромобильной группировки. Также глава региона назначил оперативную группу по расследованию причин пожара, по итогам которого будут выявлены виновные лица. Движение через реку Малая Батуоби временно затруднено. Минувшим днем в связи с осадками и поднятием уровня воды возникли проблемы с движением транспорта на понтонной переправе автодороги А-331 Вилюй. Дорожниками организована перевозка людей вахтовым автобусом. Проезд легкового автотранспорта осуществляется при помощи буксировки. Ведется круглосуточный мониторинг уровня воды и дежурство дорожной техники. В сообщении отмечается, что установка дополнительных звеньев не представляется возможным в связи с недостаточной осадкой воды. По состоянию на сегодняшнее утро уровень составляет 2,8 метра, а зеркало 164 метра. В ближайшее время ожидается спад уровней. К другим темам. В Госдуме поддержали идею введения 4-дневной трудовой недели. По мнению парламентариев, сокращение до 4 дней может благотворно сказаться на здоровье россиян, их трудоспособности, а в перспективе возможно и сокращение рабочего дня. Напомню, что выступая на международной конференции труда, глава правительства Дмитрий Медведев не исключил, что в будущем основой социально-трудового контракта станет 4-дневная рабочая неделя. Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов в связи с этим подчеркнул, что любые изменения должны проходить в диалоге работодателей, профсоюзов и власти. В Якутске состоялось первое собрание Ленского клуба, экспертной площадки стратегического назначения. Основная миссия клуба – стать аналитическим центром для осмысления места Якутии в глобальной архитектуре. Перед членами клуба стоит задача выработать свежий взгляд на вопросы социально-экономического развития республики и смоделировать параметры будущего республики. Символично, что глава Якутии Айсен Николаев торжественно открыл первое собрание в День России. Далее приглашенные спикеры провели экспертные лекции, посвященные цифровой экономике, новой информатизации и региональной политике. Мероприятие будет проходить в течение 2 дней. Ленский клуб и должен стать той площадкой, на которой мы будем встречаться с ведущими, наиболее именитыми экспертами Российской Федерации в перспективе и мира для обсуждения того, как мы развиваем Якутию, и сверяться тем, какие глобальные вызовы стоят в целом перед страной и миром, и как Якутия может в них строиться. В стране сегодня отмечают национальный праздник – День России. Во всех регионах проходят праздничные демонстрации и митинги. Якутия не исключение. В столице республики на главной площади сегодня в полдень началась праздничная программа «Моя страна, моя Россия». На главной площади столицы республики прошли торжественный митинг, поздравление якутян первыми лицами региона и многое другое. Обо всем этом и не только в материале Саргаланы Захаровой. Праздничные мероприятия на главной площади столицы республики начались ровно в полдень. Прозвучал гимн России. Глава региона Айсен Николаев поздравил всех якутян с праздником и отметил значимость этого дня для республики. Мы видим, как развивается республика, и мы встречаем сегодня День России с замечательным достижением. Мы недавно стали
лидерами нашей страны по росту инвестиционного рейтинга. Символично, что именно в этот день юные горожане впервые взяли в руки свой главный документ – паспорт гражданина Российской Федерации. Продолжили программу праздника бойцы студотрядов. Этот сезон для студентов богат на события. Большая группа стройотрядов отправится в Ленский район на строительство объектов Чаендинского месторождения. Также якутские студотрядовцы примут участие во всероссийской студенческой стройке «Мирный атом». Возводить атомную электростанцию в Челябинске будут порядка 1500 студентов со всей страны. В этом году мы планируем достичь планки в 7000 рабочих мест. Это более охват будет 3000 студентов. Ребята записываются очень активно. Сразу после праздничного митинга на сцену вышли якутские казаки. По традиции в День России подводят итоги ежегодного фестиваля казачьей и ямщицкой песни. Этот год особенный для участников и организаторов – 10-й юбилейный. Это праздник объединяющий, и все поколения, практически он как бы молодой, да, праздник, ну сколько, уже лет 20, наверное, да. И я думаю, что новые поколения выросли, и вот это все-таки объединяющая роль, это важная роль. Студенческие отряды – это прекрасная вещь. Цитировались слова Максима Горького. Стоит отметить, что День России отмечают в стране официально только с 2002 года, но эта дата важна для каждого россиянина. А праздник, который собирает на площадях сотни и тысячи жителей необъятной страны, еще раз доказывает единство народа, живущего в ней. Сарглана Захарова, Григорий Николаев, Якутск. О том, как День России отмечают в столице страны, нам готов рассказать наш специальный корреспондент Максим Кардозу, который сейчас на прямой связи со студией. Максим, здравствуй. Расскажи, какие мероприятия вам сегодня удалось посетить? Приветствую, Василий. Поздравляю всех с этим большим праздником. В Москве открыто даже около сотни различных площадок. Власти приготовили различные активности. Например, в парках проходят спортивные соревнования, мастер-классы. Можно научиться лепить из глины. Обещают даже научить петь и танцевать. Все это за один день. За моей спиной на Охотном ряду на Манежной площади стартовал фестиваль «Времена и эпохи». В этом году он посвящен эпохе Дикого Запада. Здесь даже вигвам поставили. Можно зайти в него и познакомиться с культурой индейцев. Также поинтересоваться о противостоянии юга и севера во время гражданской войны, также в США. Погода такая вот сегодня пасмурная, даже накрапывает небольшой дождик, но это не помешало людям прийти в центр столицы и наслаждаться этим праздником. Давайте послушаем, какие планы у москвичей, гостей столицы на этот день. Отмечать, гулять, ходить, смотреть. Мы только недавно приехали, так что поэтому и все нужно нам посмотреть как можно больше. Пока еще не отмечаем, видите, еще ничего не началось. Просто ходим, смотрим достопримечательности Москвы. Вот сами мы с Урала приехали. Поэтому, тем более у меня у сына сегодня день рождения, в День России, поэтому у нас двойной праздник. Я вообще почитала программу на мост.ру. Она очень обширная. Во многих парках столицы сегодня мастер-классы, концерты и разные интерактивные занятия. И, конечно же, куда же без музыки в этот праздник. Проходят различные фестивали, концерты. Ну а главный концерт состоится на Красной площади здесь вечером. И на нем будут выступать главные артисты нашей страны. Ну а завершится это все грандиозным фейерверком. И можно будет салют и звездное, то есть небо увидеть с разных площадок. Василий. Максим, спасибо за информацию. А я напомню нашим телезрителям, что День России прямиком из столицы страны освещал наш специальный корреспондент Максим Кардозу. А сейчас наши корреспонденты расскажут о том, как День России проходил в одном из самых национальных районов республики. Краткий обзор мероприятий в репортаже Елены Фаст. Дождик не помешал встретить аликминчанам День России. В Национальном центре культуры развернулись все запланированные мероприятия. Ребятишки увлеченно строили свой город, большой и красивый. Чуть дальше радовала глаза выставка, а в зале праздничная программа. Здесь же были вручены гранты на реализацию интересных проектов. Это биобиблиографический справочник, который будет содержать краткую информацию о писателях Алёкмы. Россия. В слове этом заключается очень многое.
Объединение такое, для меня лично всех, потому что именно в День России мы собираемся, мы показываем все свои национальности, как отголоски Советского Союза для меня, это дружба народов какая-то, многонациональность вся наша. Ну, Россия – это мне в первую очередь родина наша и моя. Мы же частица. В этот же день проходил татарский национальный праздник Сабантуй. В Алекминском районе татары появились очень давно. Ряд слов и где-то традиции до сих пор фрагментарно в обиходе алекминчан. Жили очень хорошо, дружно все. И было очень весело. Все в гости ходили друг к другу. И все дружили. И традиции свои исполняли. Это важно, потому что нужно передать будущему поколению все традиции, чтобы все сохранилось и дальше продолжало жить. Единство, дружба, мир. Почти для всех именно с этими понятиями ассоциируется праздник. Елена Фаст, Максим Кобылов, Алекминск. В честь Дня России проходят и спортивные события. Первая акция по кроссфиту собрала около 100 спортсменов в столице республики Якутске. О том, кто показал наилучшие результаты, нам расскажет наш корреспондент Елизавета Васильева. Солнце, свежий воздух и спорт. Что еще нужно для бодрого духа на весь день? Так считает и Наталья Будяк. Она 5 лет работает фитнес-тренером и занимается бодибилдингом. Кроме этого, ведет персональные тренировки для всех желающих. Как отмечает Наталья, занятие кроссфитом – это в первую очередь самодисциплина. Молодежь нужно привлекать больше к спорту, больше активности, создавать самим настроение, такая прекрасная погода. А Владислав Константинов вот уже второй год является членом семьи специального клуба кроссфитов. До этого у него были проблемы с лишним весом. А после дружбы с гирей он сбросил вес и ведет здоровый образ жизни. Сейчас Вячеслав тренируется уже в продвинутой группе. Кроссфит, он на самом деле затягивает. Это становится уже как образ жизни, скорее всего. Также в соревновании испытать свои силы пришел министр инноваций и цифрового развития Якутии Анатолий Семенов. Я кроссфитом занимаюсь 3 года. Начал в 2016 году как раз в клубе у Григория Мочкина. Вначале было, конечно, тяжеловато, честно признаться, первые 3 месяца. Но сейчас тянулся. Всего 6 упражнений с гири по 12 подходов. Здесь и тяга, махи, приседания, рывки и толчки. Фишка в том, кто больше раундов сделает за 12 минут. Кроме основных групп, есть и облегченная для новичков. Общий призовой фонд для победителей составляет 81 тысяча рублей. Дальнейший план организаторов – выйти в другие города России. Елизавета Васильева, Семен Семенов, Якутск. На этом выпуск подошел к концу, но я отмечу, что в эти минуты мы ожидаем прямую трансляцию из Москвы, где президент России Владимир Путин в Кремле вручит государственные награды. Оставайтесь на нашем канале, не переключайтесь.